Всем привет! And welcome to Yakutia International Science Games Diary. Продолжаются игры роботов. The first round of competition is already over. В Фэне продолжаются соревнования по направлению IT-экатон. В первый день участникам раздали темы, по которым они должны создать проекты за максимально короткий срок времени. Чтобы участники мыслили в правильном русле, за каждой командой закреплен наставник, иными словами, ментор. Помогает ребятам со стороны, не влезая в их внутреннюю кухню, да, помогает им с идеей, с упаковкой проекта. В соревнованиях IT-экатона принимают участие 60 детей, разделенные на 20 команд. К слову, прекрасная половина человечества активно принимает участие в данном направлении, в том числе несколько менторов. Обычно работа, связанная с информационными технологиями, считалась сугубо мужской профессией. Но в наше время девушки не уступают парням в знаниях в области информатики. Давайте рассмотрим это на примере направления IT-экатона. Существует такое мнение, что технические профессии созданы сугубо для мужчин. Как вы к этому относитесь? Я к этому отношусь положительно, потому что я сама не разбираюсь в этом во всем. Мы можем посмотреть на их работы и увидеть, что некоторые даже работают лучше, чем парни. Я считаю, что нет такой профессии, которая разделяется только для женщин или только для мужчин. Каждому, если нравится какая-то сфера, то он должен дальше идти до конца. Я не соглашаюсь с этим. Как раз для решения этой проблемы в нашей стране производится Technovation, это такой конкурс специально. Получается хакатон, тот же самый, только для девушек. За 3 дня участники собрали полноценный проект, в который входят презентации, видео и сайт. Прошли контрольную проверку ментора. Завтра ребятам предстоит защита перед экспертной комиссией направления IT-экатон. В заключительные дни состоялась международная школьная конференция Global Conference, которая представляет собой пленарные выступления и дебаты школьников по проблемам глобального значения, затрагивающие их будущее. Тема обсуждения была связана с феноменом искусственного интеллекта. В мероприятии участвовали известные ученые, политические деятели и представители бизнеса. Искусственный интеллект – эта тема очень важна. И искусственный интеллект очень быстро развивается, и нужно находиться в ритме с ним. Эта игра показывает подросткам, как они будут жить в новом мире, который уже на нас надвигается. Цифровые помощники заменяют людей, поэтому людям нужно учиться жить в новом мире, нужно уметь быстро ориентироваться, получать новые навыки и смотреть, какие профессии будут популярны через год, 2, 3. Конференция проходила в форме игры, в которой приняло участие 116 подростков. Их разделили на 7 корпораций и 20 семей. Участники должны были расписать жизнь человечества в 2035 году. Предварительно команды знакомились с правилами игры, договорились о теме дебатов и сообща выбрали тезисы, которые легли в основу спора. Отрицание «не» стало основой спора. Именно этот предлог провоцирует команды на поиск аргументов и контраргументов. Я могу сказать, что эти конференции, они немного отличаются от таких мероприятий с таким названием, но я считаю, что это более творческое задание, то есть творческие задания, они не могут быть сложными, это то, что идет из души, если тебе это нравится, то ты не будешь обращать внимание на то, что сложно это или нет. У нас есть предложение создать релакс-комнату, которая по вашим предпочтениям, когда вам нужно отдохнуть, подбирает хорошую музыку и освещение. Оно по Bluetooth согласовывается с лампами в вашем доме. Задействовать с людьми очень сложно, работать в коллективе, понять других людей и вообще в коллектив так быть. Если ты готов, если ты умеешь, то не сложно. Какую мысль вы пытались донести в своем выступлении? Поддержка каждого в семье. Для каждого ребенка участие в таком масштабном мероприятии – бесценный опыт. Международная школьная конференция Global Conference дала подросткам по-новому взглянуть на жизнь.
Мы решили узнать у организаторов, какие награды ожидают победителей международных интеллектуальных игр 2018. Абсолютных победителей у нас будут награждаться все ноутбуками, ценными призами. Ну и гран-при у нас получит $5000 и большой научный кубок команда, которая выиграет по конкурсам. Более 136 призов было приобретено разного формата, начиная от наушников, заканчивая большими ноутбуками. Ну и, конечно, Xbox, телефоны. Медали сделаны по нашему дизайну. Сделаны они из металла, имитирующий золото, серебро и бронзу. И причем оно даже по весу чуть-чуть отличается. Имитация такая, что золото чуть потяжелее, серебро чуть полегче и бронза чуть еще легче. Медали разыграют по всем 5 направлениям. Всего золотых медалей 38, серебряных 50 и бронзовых 57. На медалях изображен точный рисунок, олицетворяющий начало больших путешествий, полных надежд и желания познать окружающий мир. The episode is ending now. We will see you tomorrow. Смотрите наши выпуски на канале YouTube и подписывайтесь на официальные социальные сети международных интеллектуальных игр. Bye!